Строительство нового мусороперерабатывающего завода идет полным ходом. В строительстве участвует более 300 рабочих. В данное время работы идут согласно по графику с опережением на 20 дней. Сдать объект планируется в декабре нынешнего года. Глава Кабмина Адылбек Асмалиев посетил строящийся экотехнологический завод по производству электроэнергии путем утилизации твердых бытовых отходов. Завод расположен на объездной дороге на территории санитарного полигона, что позволит минимизировать транспортные издержки при доставке отходов. Председатель Кабмина подчеркнул стратегическую важность проекта для решения экологических проблем города и повышения энергетической независимости столицы. Футбол аянчасы, баскетбол аянчасы, анан кийин унаа токтотчу жайлар да болот. Азыркы тапта биз мындай турган жер ушул жер 460 мегаватт суткасына электроэнергия бияктан чыгарылат. По проекту строящийся мусороперерабатывающий завод может утилизировать до 1000 тонн мусора в сутки. Сжигая отходы, завод ежедневно будет генерировать 460 мегаватт электроэнергии. Управлять заводом станут мэрия Бишкека и китайская компания. Управление заводом, смотрите, здесь, согласно нашим законодательствам, здесь будет, когда запустится завод, 70% местного населения будет здесь работать и 30% это с Китайской республики. Управление заводом, они будут согласовываться, все решения будут, как будут работать, это все будет по согласованию с мэрией. Ценовая политика тоже, вот задавали вопрос, хочу отметить. У нас в договоре указано, что ценовая политика, цены будут рассматриваться каждый год. На данный момент, которое в инвестсоглашении, указанная цена это не окончательная. В этом году, то есть уже вот перед запуском, где-то в летом, мы полностью будем пересматривать цены, посредством чего, после чего будут окончательные цены установлены. Строительство мусороперерабатывающего завода идет с опережением графика на 20 дней. В данное время готовится установка основных котлов, где будет сжигаться мусор. Для реализации данной задачи представители мэрии специально посещали Японию для изучения работы котлов аналогичного завода в Токио. В этих котлах будет сжигаться все виды мусора, кроме строительного. На данный момент мы находимся на северной стороне завода. Здесь вы можете заметить активную строительную часть. Вот, где мы сейчас находимся, это вот второй блок, где будет установлен котел для сжигания мусора. Сейчас вот бордового цвета, это элементы мусорного котла уже устанавливаются. Все работы ведутся активно. Далее, если мы пройдем, здесь слева от меня можете увидеть, здесь вся металлоконструкция собирается специалистами полностью, сварочные работы здесь проходят. После чего данные конструкции краном устанавливаются на завод. Объекты такого масштаба впервые строятся в Центральной Азии. На объекте трудится 400 рабочих. В данное время строительство дорожных коммуникаций завершено на 80%. Основные работы идут в административном здании и в здании самого завода. Работы в административном здании, где находятся общежитие, офис завода и другие служебные помещения, в данное время завершены на 60%. На прошлой неделе мы закончили кровельные работы. Сам завод представляет систему, состоящую из 4 циклов. Соответственно, мы работаем одновременно в 4 блоках. На сегодняшний день строительство завода завершено на 40%. Завод после завершения строительства будет благотворно влиять на экологическую ситуацию столицы, уверены специалисты, так как во время сжигания мусора предприятие будет выделять в атмосферу обычный отфильтрованный пар. Это позволит улучшить качество воздуха возле мусорного полигона. Подготовка следующего блока, где будут утилизироваться отходящие газы, которые будут потом выбрасываться в атмосферу. Это после фильтрации всех газов вверх будет уходить просто чистый пар. В день этот завод сможет утилизировать до 1000 тонн отходов. В последующем, когда он войдет в полную мощность, это будет увеличение до 3000 тонн отходов в день. Мы сможем обслуживать почти что всю Чуйскую область. Главное преимущество объекта заключается в том, что он считается безотходным предприятием. После сжигания мусора в печах завода повторно будет использоваться даже зола. По таким стандартам работают аналогичные предприятия в странах Европы, в Китае и в Японии. Это специально построенная новая ячейка вместимостью 2 миллиона кубометров. Сюда складируется зола после сжигания мусора. В дальнейшем из этой золы будут делаться стройматериалы. Сдать объект в эксплуатацию планируется в декабре нынешнего года. Объем привлеченных инвестиций оценивается в $95 миллионов. Адилет Тимирланов, Мирбек Джусупек, УЛУ, ЛТР Бишкек.